доме 8/1 у метро Девяткина жил-да-был мальчиш-крепыш, у кого в порядке все. Уважали кроху Клёпу и жильцы других дворов, потому что мальчик Клёпа был практически здоров. Только вот играть вдруг Клёпе стало не с кем во дворе. Заболела вся команда. Ох, как плохо детворе! Интересная загадка. Мама, Клёпа говорит, почему я не болею, а у всех кругом бронхит? Милый мой, сказала мама, потому что ты привит, потому что надо слушать то, что доктор говорит. Клёпа сын к врачу пришел и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо? Был ответ предельно прост. Доктор стала строже. Быть здоровым хорошо, и счастливым тоже. Если хочешь быть здоров, правильно питайся, одевайся по погоде, в меру закаляйся. И, конечно, важно всем вовремя привиться. Ведь болезни тут как тут, стоит простудиться. Навести друзей своих, поддержи в больнице. Настоятельно скажи, стоит им привиться. Что такое? Неужели ваши дети заболели? И теперь у них ангина, пневмония, менингит, корь, краснуха и отит. Голова болит! 10 ночей подряд лечат несчастных ребят таблетками, горькими микстурами, разными уколами и процедурами. А мамочки убиваются, слезами обливаются. Им говорят, с кем не случается. Но какая же мать без страданий согласится отдать своего дорогого ребенка, мальчонку или девчонку, на лечение в больницу? А ведь могли бы привиться, чтобы здоровыми быть, вместе играть и веселиться. К проведению прививок строгие показания, а остаться непривитым – это наказание. Надо прививаться взрослым детям, грудничкам, непривитым, что не мытым. Стыд и срам, стыд и срам. Разве все не так считают? Есть ли исключения? Вот, к примеру, тетя Липа любит измышления. От прививок вся зараза, от прививок слабость. Это не здоровье нации, а большая гадость. Мы же будем защищаться чем-нибудь проверенным со времен Средневековья. Заговором зелень. Это что за разговоры длинные и скучные? Вы нам лучше предъявите данные научные. Без прививок плохо жить. Для защиты длительной важно деток укрепить армией стремительной. Чуть завидев вдалеке войско неприятеля, макрофаг сигналит сразу всем своим собратьям. Клетки крови, как солдаты, что на поле битвы. Лимфоцит плюс антитело. И враги разбиты. Возбудитель окружен, сломлен окончательно. От инфекции заслон вышел замечательный. А теперь скажу я вам, и без ложной скромности, как держать иммунитет в боевой готовности. Суета городов, лабиринты дворов и подвалы домов. Просто некуда деться. Всюду вирусы ждут и бациллы растут. Одним словом, кругом резервуары инфекций. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Прививаться так с раннего детства, ведь здоровье начало. Мы и взрослые, и дети за здоровье в ответе. Даже плюшевый медведь может это прореветь. Мы все в ответе за тех, кого вовремя не привили.